Статистика играет важную роль в механизме управления экономикой. Наличие полной информации обо всех происходящих социально-экономических процессах дает возможность эффективно управлять государством. Главная цель встречи министра экономики Кристины Озган с руководителями ведущих министерств – формирование актуальной статистики по экономике республики. Я хотела бы с участием ведущих министерств, которые, в принципе, необходимо, чтобы участвовали в этом процессе, обсудить предложения Госкомстата и выработать какие-то конкретные меры на краткосрочную перспективу и на более длительный срок. Наверняка нам придется как-то разбить на два этапа, потому что есть вопросы, которые, в принципе, можно будет достаточно оперативно решать и внедрять, а есть вопросы, которые необходимо сформулировать в какой-то конкретной программе действий, утвердить ее решением правительства с определением сроков реализации и ответственных. Наверное, нужно будет определять и финансовую базу под эту программу, и, соответственно, в рамках решения правительства пытаться ее дальше уже реализовывать. По словам председателя Госкомитета по статистике Камы Гоги, у ведомства есть трудности с предоставлением отчетности от индивидуальных предпринимателей. В этом отношении статистика не добирает цифр. Дело в том, что у нас, кроме того, что имеются гостиницы, предприятия, организации в сфере курорта и туризма, это те же туроператорская деятельность и прочее, у нас редко кто оформлен ООО, они практически все ИП. Там имеются большие обороты, люди тоже работают, подвязаны к этой деятельности, имеется определенная оплата услуг, это тоже в ВВП выпадает, понимаете, как вот вся эта деятельность, она как бы, это не маленькая деятельность. Да, фактически вся Абхазия наполовину, особенно восточная, западная часть, она ждет курортный сезон через дом. Все имеют личное хозяйство, имеют гостиницы, имеют гостевые дома, так называемые, где вот статус по сей день в Мине вообще не определен. Это вот как частный сектор получается. В своем выступлении министр сельского хозяйства Амиран Какали отметил необходимость проведения сельскохозяйственной переписи в республике. Нам надо подключить, наверняка, я так думаю, мы и агрономический университет, научный потенциал и так далее. Все это нам надо провести. Почему? Потому что мы по предварительным данным конкретной цифры нету, мы даже не знаем, какое количество орехов фундука на территории Республики Абхазия, какое количество цитрусовых насаждений. Сейчас новые сорта пошли, люди что-то делают по садоводству, развитию, значит, разной информации. И эту информацию надо провести, я думаю, аналитику и дать нормальную, правдивую информацию. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия подчеркнул, что с отчетностью юридических лиц проблем нет, при том, что сектор физических лиц выпадает. Я считаю, что все правильно ставятся вопросы. Единственное, здесь надо, мне кажется, подойти правильно к фундаментальным вопросам. Первый вопрос еще на стадии государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И, соответственно, дальше постановка на налоговый учет и регистрация в статистическом органе. У нас есть 3 реестра, они должны быть абсолютно синхронизированы. Должны быть абсолютно идентичны. Предприятия, не состоящие на налоговом учете, осуществлять какую-либо деятельность, представлять отчетность не могут. В завершении встречи было решено подготовить предложение по разработке соответствующего проекта и приступить к его реализации в ближайшее время. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.